таком режиме онлайн. Я скриншоты делаю со своей страницы во ВКонтакте, отправляю мэру, мэр, значит, Пинок дальше отправляет тем, за кем закреплена эта улица, ну и, собственно, оказывается, да, можем. И через буквально 3-4 часа или полдня приходит сообщение, что спасибо, наконец нам убрали. Ну, менять надо систему. Те, собственно, подрядчики, которые систематически, значит, не исполняют свои обязательства или без какого-то специального контроля индивидуального не могут это делать, ну давайте расторгаться и соответственно законам какие-то применять санкции. Ну, это, послушайте, с 1 января, начиная с 1 января у нас не было ни одного дня, чтобы у нас не было замечаний. Обоснованных замечаний. Обоснованных замечаний. То мы соль сыпем в таких объемах, что течет там по Удмуртской, по Пушкинской, так, значит, и на тротуары, и на дороги, то мы, значит, трактор прошел, значит, сгреб все на обочину, у нас из 2 полос получились 1,5 полосы, ну, а все одно и то же. Потом, значит, прилетает, и мы, оказывается, значит, можем и до бордюра почистить, и соль рассчитать, ну, в смысле реагенты, столько, чтобы это не было там на капюшонах и везде у людей. Значит, надо, Ярослав Ильич, у меня вопросов к мэру нет, соответственно, к правительству это нет, но, видимо, механизм не работает. Структура, архитектура самой работы, она, значит, у нас неправильная. Поэтому продолжаем работать. Свинин Александр Александрович, реализация национальных проектов Удмуртской республики, пока готовится. Вы знаете, что 14 числа была встреча у меня с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма полная есть, все, что, ну, помимо еще этого мы обсуждали, безусловно, реализацию национальных проектов, и президент подробно спрашивал о готовности региона не только в части софинансирования тех проектов, на которые мы, собственно, привлекали с Федерации денег. Вы знаете, денег достаточно много, 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Хочу, кстати, сказать, что практически вся команда, имею в виду правительство, отработали на хорошем организационном уровне. Мы участвуем во всех федеральных проектах, в которых можем участвовать на достаточно хорошем уровне софинансирования. Поэтому, говоря о том, что год будет сложный, я имею в виду как раз в первую очередь это начало реализации нас проекта, который рассчитан до 2024 года. И вопрос не только и не столько в освоении федеральных денег, сколько, Олег Николаевич, давайте вы потом поговорите, что важно, если вы можете сейчас выйти и обсудить. Значит, не только и не столько в освоении денег, сколько достижения целевых показателей, потому что целевые показатели – это про изменение качества жизни людей. Поэтому, кто еще не ознакомился, потратьте время, значит, ориентиры очень амбициозные, очень сложные, но я всецело поддерживаю, что только вот такие задачи надо ставить, чтобы что-то изменить. Обращаю внимание, Ярослав Ильич, вас, всю команду в части освоения средств. У нас есть некий жизненный цикл проекта. Практически везде у нас организация, значит, конкурсов. Правильно? Вы знаете, что у нас не слава богу здесь все. Значит, допустим, по 2018 году у нас, благодаря Федеральной антимонопольной службе, значит, мы позже начали, значит, проект по поликлинике в Ленинском районе, только в декабре ее сдали. По центральной площади вообще получилось так, что мы не освоили 12 миллионов рублей. Значит, надо с этим учетом внести коррективы в сей список. В среду я его представлю. Значит, Артемьеву не представить и коллеги, значит, в ежедневном формате все освежить. Мы с вами стресс-прогноз включили в работу о том, что у нас каждый конкурс, скорее всего, будет сноситься, ну или через одного, а это плюс 45 дней. Ну вот у нас там, в республике.
Поэтому закладывайтесь на это. И не ждите. Не может быть такого, что как в прошлом году по контрольно-городской среде, что у нас мы отторговывать начали там, в июле месяце по каким-то вопросам. У нас нет причин для такой задержки. Особенно к главам обращаюсь внимание. Каждый день, коллеги, в ежедневном режиме все свои задачи свели, значит, как угодно. Можно диаграммы Ганта, можно в записной книжке, можно на слух, как угодно. Но в ежедневном формате это все контролировать. Мы не можем допустить ситуации, как у нас, такая позиция нашего ФАСа. Ну что теперь делать? Кто-то там про республику, кто-то про какие-то там истории с якобы исполнением закона. Но мы должны быть и к этому готовы. Мы должны быть к этому готовы. Всегда сразу сходу закладывайте 45 дней. По всем конкурсам, по всем процедурам. Я думаю, что мы решим этот вопрос рано или поздно, значит, и у нас будет все нормально в этом, но пока вот так. А количество у нас процедур, просто больше, чем за 10 лет. Просто осознайте. Самый большой вызов, конечно, будет стройка. Поэтому обращаю ваше внимание. Все, что мы начинаем делать, и до этого, конечно, но здесь вот просто про значимые изменения для людей. Мы будем с вами вас погружать детально в все проекты, просто приземляя это на конкретные населенные пункты. Вы посмотрите, вы убедитесь, о чем идет речь. Поэтому давайте, Александр Александрович, коротко о главном, я потом еще добавлю к этому вопросу. Уважаемый Александр Ильич, уважаемые коллеги, я действительно постараюсь достаточно коротко. Напомню, что у нас указом президента Российской Федерации определено 9 национальных целей, из них у нас родилось 12 национальных проектов, и уже, соответственно, из них 67 федеральных проектов, из которых 50 будет принимать участие Удмуртская республика. Все проекты начали свою реализацию с 1 января 2019 года, поэтому на сегодняшний день по факту уже 20 дней мы живем в парадигме реализации национальных проектов, и каждое министерство правительства Удмуртской республики, каждый муниципалитет в этой работе участие принимает. В республике готово, как мы уже докладывали на совещании полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, вся нормативная база для реализации национальных проектов. С 1 января 2019 года проектный офис у нас стал частью администрации главы и правительства для того, чтобы быть независимым и стоять над всеми органами исполнительной власти и координировать работу, в том числе и кураторов в части реализации национальных проектов. Можно следующий слайд. Я уже отметил, что мы участвуем в 50 федеральных проектах, как Удмуртская республика, во всех проектах, где мы участие принимать можем, потому что участие проектов, оно либо из территориального признака, либо там, поскольку участие федеральных органов власти правительства республики принимать участие не может. У нас есть некие первые результаты с момента, когда мы последний раз отчитывались на Координационном комитете в декабре. Удмуртская республика победила в конкурсе на реализацию программы повышения производительности труда и поддержки занятости. В 2019 году мы стали одним из 15 регионов пилотов. Это была конкурсная процедура, правительство готовило заявку, подавало ее вместе с нашими компаниями, потому что участниками данной программы станут 19 предприятий Удмуртской республики с выручкой от 800 миллионов до 30 миллиардов рублей. А 2 предприятия, они получат специальный статус в рамках данной программы, это будут предприятия-партнеры, которые, в общем-то, и будут вместе с региональной командой реализовывать данный проект и помогать повышать производительность труда, соответственно, снижать себестоимость продукции другим предприятиям-участникам. Это АО «Концерн Калашников» и завод нефтегазового оборудования «Техновер», что отрадно, что, в общем-то, такой высокий статус, как партнер данной программы, получило предприятие среднего бизнеса. 19 предприятий Удмуртской республики, благодаря тому, что мы вошли в число пилотов, получат вполне конкретные преференции и льготы. Это льготные займы от Фонда развития промышленности под 1%, упрощение процедур получения данных займов, специальный квот на льготные кредиты, налоговые преференции. На данный момент происходит разработка таких налоговых преференций на уровне федерального правительства, они должны вступить в силу в 2019 году. Ну и специальная программа обучения, по которым сотрудники предприятий смогут действительно качественно повысить свой уровень
уровень производительности. Я вот хотел бы, Александр Ильич практически все уже важное обозначил, хотел бы отметить несколько важных этапов с учетом того, что у нас вот уже 20 дней уже в парадигме реализации национальных проектов. Первое и самое главное, это действительно то, что целью реализации национальных проектов является не освоение федеральных средств, а достижение целевых показателей. И целевые показатели заданы достаточно серьезными с уровня федерации на нашу республику. По каждому национальному проекту они свои. У нас закреплена, напомню, персональная ответственность руководителя органов исполнительной власти, вице-премьера, председателя правительства за достижение данных целей. И принята на федеральном уровне система мониторинга достижения данных национальных целей. Она будет проводиться каждый месяц. То есть мы с вами будем отчитываться не раз в год, не раз в полгода, а до 3 числа следующего месяца мы должны будем представлять в Российскую Федерацию отчетность, по которой, в общем-то, будем следить, получается у нас достижение заданных нам целей, либо нет. Вот первый отчет мы должны будем, Александр Ильич, направить уже до 3 февраля, соответственно, там будет такая проверка боя, насколько у нас действительно с вами это получается. Для себя внутри проектного офиса мы приняли такой показатель, как день X минус 1. То есть мы должны 2 февраля загружать все данные в федеральную систему мониторинга. Система мониторинга, электронный бюджет, именно в ней будет проводиться отслеживание всей отчетности со всех регионов Российской Федерации. Ну и второй важный фактор – это, конечно, большое количество людей и сотрудников органов исполнительной власти и муниципалитетов будет задействовано в проектной деятельности. У нас в прошлом году прошли обучение всех руководителей органов исполнительной власти, все руководители отраслевых проектных офисов. Но нам действительно надо будет слово проектного управления и к этому формату работы подходить уже неформально, не просто, что вот мы текущую работу ведем и как-то у нас в своей жизни живут национальные проекты. С учетом того, что мы 6 лет ежемесячно будем эту работу вести, нам действительно с вами предстоит еще большая задача вместе с администрацией главы правительства провести обучение и внедрение принципов проектного управления в работу каждого сотрудника наших с вами министерств, ведомств и органов муниципального управления. Мой доклад окончен. Мы предлагаем Александру Ильичу 20 февраля провести первый координационный комитет по национальным проектам с вашим участием, чтобы отчитаться за выполнение за январь и скорректировать какие-то планы перед отчетностью в марте. У нас еще будет 2 недели от этой даты. Спасибо большое. Александр Александрович, спасибо. Некоторые коррективы. Коллеги, у нас январь традиционно в стране такой очень сложный месяц, тяжело раскачиваемся. Большая часть команды работала с 3 января, либо это в офлайне, либо в онлайне. Значит, и я очень прошу тех, кого я не включал в эту работу, побыстрее просыпаемся. Вот отчетность, обратите внимание, не ежеквартальная, не по запросу, а 1 раз в месяц. Я уверен, что к главам обращаюсь и к министру. Я уверен, что не все еще даже вникли, хотя мы уже с августа месяца работаем по этой теме внимательно. И вопрос не в отчетности. Это нам заданная рамка контроля. Так вот, отчетность раз в месяц это понятно. Мы же с вами работаем как минимум таким вот блицем, пробегаемся по текущим вопросам каждую субботу в ВКС. Что это означает? Вот в эту субботу те проекты, которые должны были быть запущены, мы их озвучим с вами, коллеги. Я к главам обращаюсь, к министру. Уже по очень многим проектам надо готовить уже и конкурсную документацию, и процедуры иные, и так далее, и так далее. Поэтому в субботу я уже буду задавать вопросы. Еще раз, чтобы все поняли, этот год отличается от предыдущих по формату и по интенсивности работы. Поэтому чем раньше включимся, тем не спокойнее, но точно более продуктивно проведем год. Хорошо, присаживайтесь. Поэтому в еженедельном формате какие-то вещи какие-то вопросы, какие-то проекты по запросу. У нас, помимо того, что есть, соответственно, 57
проектов, в которых мы участвуем, есть крупные проекты, крупные важные проекты. Один из них – строительство туберкулезной больницы. Объем финансирования – 1 300 000 000. Вы знаете, что мы очень долго просили Федерацию, чтобы нам пошли навстречу. Соответственно, дальше реконструкция национальной библиотеки. Мы постараемся ее сделать к столетию государственной Удмуртской республики. Ну и так далее. Эту работу, под личный контроль, мы договаривались в ежедневном формате. Мы смогли в 2018 году отработать сложный проект для республики безопасной качественной дороги и войти в тройку по его исполнению. И в том числе по своевременному внесению информации в программу «Эталон» и по устранению недостатков смогли. Так, Ольга Викторовна, мы твой вопрос, телефон посмотрим, мы твой вопрос перенесем на следующее аппаратное совещание, потому что там есть ряд изменений, которые нужно внести в твой доклад. Хорошо? А сейчас переходим к наиболее такому резонансному и острому вопросу для обсуждения в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртской республике. Директор общества ограниченной ответственности спецавтохозяйства, это наш век-оператор, Маринин Иван Васильевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, уважаемые участники совещания. Действительно, 1 января это не только начало года, но и начало деятельности новой системы обращения стекол в Удмуртской республике. Самые лучшие оценки нам дают наши потребители. Вы все являетесь таковыми. Соответственно, я сейчас бы хотел остановиться на тех моментах, которые можно уже говорить, и тех итогах, которых можно уже говорить за короткий срок 20 дней, и о наших планах на 2019 год и ближайшие годы. 1 января приступили к работе на территории всех муниципальных образований. 16 346 мест накопления у нас в Удмуртской республике. Это и сигнальный способ, и контейнерный сбор. Но, как вы видите, что сигнального сбора у нас по точкам больше. В основном это частный сектор и сельские муниципальные образования. Для того, чтобы организовать работу, ежедневно выводится на линию 168 единиц техники. Понятно, что большая часть это специализированная техника мусоровозы. Кроме того, с учетом транспортного плеча до 5 полигонов в Удмуртской республике, а мы осуществляем вывоз только на 5 легальных полигонов, которые включены в ГРО, нами были приобретены 15 мультилифтов. А также привлекаются 43 единицы техники для вывоза КГМ и для работы по сигнальному способу. Для того, чтобы обеспечить работу системы, нами был приобретен программный продукт, в котором мы видим все мусоровозы в Удмуртской республике, включая трактор с тележкой, потому что сейчас все мусоровозы оборудованы с 1 января системой слежения ГЛОНАСС, и мы видим четкую привязку маршрута и точки в системе онлайн. Вот это реальный слайд с улицы Ворошилова. Здесь все контейнерные площадки с указанием, какие потребители привязываются к данной контейнерной площадке. Что дает нам мониторинг ГЛОНАСС и новшество, которое появилось с этого года, это фотофиксация. Мы мониторим через водителя или грузчика мусоровоза фотографию до, фотографию после осуществления сбора с контейнерной площадки, а также непосредственно выгрузку на полигон. Эта работа очень позволяет нам продвинуться в направлении работы с потребителями и с подрядчиками. Первое, вот, например, в нижней части слайда представлены фото из соцсетей, которые присылают нам жители, и тут же мы им отвечаем фотографии, которые делает водитель или грузчик на точке. Я перебью вот эту тему. Мы с Дмитрием Уголовым, министром, встречались, опять же, на прошлой неделе с министром Кобылкиным Дмитрием Николаевичем. Подробно обсуждали эту тему. Значит, министерство, естественно, как правительство, администрация внимательно следит за этим вопросом.
Значит, наш опыт именно вот такой отработки сигналов в социальных сетях и вообще в интернет-пространстве, значит, мы отметили как положительным, что мы не только работаем на прием, значит, но мы еще и подтверждаем факт исправления ситуации. Поэтому здесь мы знаем, что, значит, Ярослав Владимирович с Дмитрием Николаевичем, с некоторыми главами и с Иваном Васильевичем с вами прям выезжали фотографии, которые были там сделаны, бог знает когда, там уже мусорки нет. Но мы понимаем, у нас же как происходит, любая реформа, любое что-то новое, оно встречает как, собственно, тех, кто помогает, плечо подставляет, и тех, кто критикует. Критиковать у нас это самое простое, самое вкусное. Ляпнуть что-нибудь там, то тариф не тот, то не так мы делаем, и в сторону отойти. Ответственность понятно кто. Глава, мэр и рекоператор, и председатель правительства. Но поговорить мы очень любим. Создать напряжение, там, какими-то там заключениями, экспертное мнение. А потом главу там вызывают и спрашивают, что у вас происходит в республике. Понимаете? Поэтому, товарищи, значит, особенно эксперты, прежде чем есть мобильная связь, любая другая, вопрос задайте. Вот. И еще раз, телефон открытой линии. И вот такой формат весь год. Даже если это будет одно сообщение, мы договорились изначально, что разрабатывать будем именно так. Продолжайте. Да, действительно, Александр Владимирович, был проведен мониторинг вывоза и в праздничные дни. Большое спасибо хочу сказать главам, которые вместе с нами эту работу выполняли. Вот на нижней фотографии глава поселения Нижнего Рица, Волгоградский район, сам садился на мусоровоз. Я знаю, что другие главы муниципальных образований не отрабатывали маршруты, потому что люди не выходят, не знаю, приходилось сигналить. Поэтому огромное спасибо главам и за эту работу. Теперь о тех принципиальных моментах, на которых нам нужно обратить внимание. Из представленного слайда вы видите, что 44% это сбор у нас из контейнеров, из установленных контейнерных площадок и 56 сигнальных. Вы понимаете, что сигнальный вывоз он не удобен никому, ни потребителю, ни перевозчику. Причины очевидны. Перевозчик осуществляет длинное транспортное плечо. Если человек не вышел, он мусор не получил. А расчет с перевозчиком за тонну. Соответственно, нет тонны, нет выручки. Перевозчик заинтересован в том, чтобы был не сигнальный, то есть не с длинным плечом, а короткий вывоз из контейнерной площадки. Для жителей понятно. Если ты не успел, находился на работе, заболел, мусоровоз прошел мимо, уже контейнер нельзя выбросить, да? А контейнер при встрече со мной все выбрасывает. Поэтому, естественно, мы должны как стратегическую линию, стратегическую цель выбрать все-таки уход, в принципе, в Удмуртской республике от сигнального вывоза на контейнерный вывоз с контейнерных площадок. Это показывает и статистика. Вот мы взяли за, правда, небольшой, но 20 дней срок. Вот обратите внимание, желтым это факт, синим это по нормативу. Там, где количество контейнеров максимальное, там мы идем даже с небольшим превышением факта по объему. А там, где контейнеров нет, мы не добираем. То есть мусор есть, но он выстреливает не сейчас. Он выстрелит весной, когда люди начнут чистить свои подворья и в массовом порядке выносить и образовывать несанкционированные свалки. А если были бы контейнерные площадки, соответственно, у нас было бы все четко, как мы планировали по тоннажу. Соответственно, мы, с учетом того, что нам подали информацию главы и то, что перевозчики объехали, у нас, получается, нам необходимо в Удмуртской республике построить 6 тысяч контейнерных площадок, примерно 21 тысяча контейнеров. Это включая и юридические лица, потому что, давайте возьмем даже в любом райцентре, центральную улицу, нет контейнерных площадок даже у юридических крупных магазинов. Вывоз осуществляется в мешках, либо до ближайшего леса. Поэтому, естественно, это задача, которую мы перед собой ставим совместно с главами. И эту работу уже начали.
Идет установка контейнеров в сельских населенных пунктах. В Ижевске хорошо показал себя в частном секторе вот эти лодочки внизу, 8-кубовые, да, которые вчера устанавливаются в Первомайском, Ленинском и Индустриальном районе. То есть маршрут работает, техника по маршруту по длинной улице ездит по частному сектору. Если житель не успел, он всегда может дойти до конца улицы, где стоит такая лодочка, и, соответственно, туда выбросить свой мусор. Другие районы идею установки контейнеров поддержали. Я здесь готов сказать слова благодарности. Можга установила 20 контейнерных площадок до Нового года, 20 еще планируют после Нового года. УВА есть план за 3 года полностью оборудовать район контейнерными площадками. Такая же ситуация в Вовоже, в Бородино. В принципе, все главы понимают, что это необходимость. И лидером здесь у нас является Завьяловский район. В декабре было выставлено более 700 контейнеров в Завьяловском районе. И, соответственно, это очень показало как раз статистику, что Завьяловский район идет с нормой, даже с небольшим превышением нормы по объему подхода. Правильно подмечено, что необходимо в режиме онлайн взаимодействия с жителями. У нас есть бесплатная горячая линия, 4 городских номера. Работает наш сайт, режим ведется общение в соцсетях. И вот здесь представлены конкретные примеры, как мы отрабатываем ситуацию. То есть, если нам пишут в чате то, о чем мы говорили, Александр Владимирович, человек, мы стараемся тут же в течение суток на эту ситуацию отреагировать. И здесь даже очень важный следующий момент. Если мы видим, что это причина в перевозчике, то мы понимаем системность проблемы, да? То есть житель же не просто так нам фотографию прислал, он видит, что системно. Если один раз, как правило, не присылает, а когда системно идет проблематика, вот тогда он к нам обращается. Поэтому мы с перевозчиком сразу эту точку берем на контроль, либо добавляем контейнера, либо есть необходимость сменить график. Работа с платежками. Мы в декабре месяце выставляли нулевую платежку потребителям. К сожалению, обратилась по корректировке данных по численности только 0,5% населения. Из 1 517 жителей обратилось практически около 5000 жителей, которые пришли и откорректировали численность по проживающим. Надо сказать, что эта работа будет продолжена. В январе месяце будет выставлена вторая нулевая платежка, и уже основная платежка она пойдет в феврале. Но это не означает, что таким образом мы закрываем ситуацию для потребителя. Даже в феврале, в марте и в апреле мы будем принимать справки от населения о корректировке численности. То есть, как правило, сейчас, когда человек видит нулевую платежку, он может не обращать внимания. Когда уже придет сумма, тогда он пойдет и задумается, и пойдет корректировать. И мы говорим, что даже если придет нам в марте или в апреле, мы откорректируем платежи с января месяца. Соответственно, мы выстроили работу с энергосбытом о том, что 1 февраля, то есть с момента выхода новой платежки, во всех 30 муниципальных образованиях будут открыты офисы энергосбыта, где можно будет осуществлять прием населения и вести консультации. Итогом нашей работы являются следующие данные. Мы проанализировали объем отходов, который был принят за 20 дней января 2018 года и 2019 года. И мы можем четко сказать, что запуск системы, новой системы обращения стеклов в Удмуртской республике позволил собрать и утилизировать на санкционированных свалках на 36% мусора больше, чем это было сделано в 2018 году. Это итог работы системы в январе месяце. Если бы этого не было сделано, то весь этот мусор бы оказался на несанкционированных свалках и в лесах. Вот я обращаю внимание, коллеги, главы, мы сами практически ежедневно формате работаем. Вот то, о чем мы с вами говорили. Когда вот сейчас в Кизнек мы приезжали, да, то есть вот эти 36% это про что? Это про то, что выехал, багажник открыл, выбросил. А потом в соцсети приехал и сказал, за что я плачу, я не мусорю. 36%. В следующий раз мы будем на каждом обратном совещании докладывать. Переведите это в вес. Ну, чтобы просто было понятно, о чем идет речь.
Ну, это Вот 3910, да? 4000, около 4 Около 4 тысяч тонн. представляем объем. Вот про это в том числе. Что у вас еще? Смотрите, в заключение я бы хотел сказать, что на сегодняшний день для нас в ближайшее время, это февраль, где-то окончание января и февраль месяц, будет работа с главами по отработке графика. Мы четко понимаем, что графики, которые были составлены в течение 2018 года, главами была проведена огромная работа, сходы с населением, но не все ходили на сходы. Кто-то был не согласен, что контейнер рядом с его домом находится, где-то далеко идти до мусоровоза. Понятно, очень много обращений граждан, и мы будем реагировать с главами на эту ситуацию и в январе-феврале корректировать графики и точки для вывоза отходов. Спасибо. Иван Алексеевич, спасибо. Значит, смотрите, давайте мы каждое аппаратное освещение как минимум ваш доклад. Вот вы просто в следующий ориентируетесь с 18 февраля, то есть чтобы мы публично значит, докладывали по ситуации, по этому проекту раз. Суббота, ВКС, у нас режим продолжается. Коллеги, главное, значит, вам спасибо. Достаточно качественно отработали по сходам, вот это все сложный весь этот период. Значит, но если есть вопросы, заранее их формулируйте, мы повестку будем вставлять и этот вопрос. Опять же, возвращаясь к встрече с Каблуком Дмитрием Николаевичем, мы обсудили с ними наш дальнейший план действий. Мы будем работать, внимание, работаем над снижением тарифа. Но какие, собственно, значит, ключевые элементы ценообразования? Ну, в первую очередь, конечно же, наличие полигона. Когда мне говорят, вот посмотрите, в Чувашии там 78 рублей. Вот так посмотрите же, сколько полигонов. У нас сколько? 5. 5. Чувашии 11. В Татарстане 55. Ну, мы же умеем считать, да? Если у нас нет, по сути, полигона на севере, что получается? Сколько машин едет? Туда и обратно. По всем этим вопросам мы продолжаем работать. Еще некоторые моменты мы обсудили с федеральным министром, мы пока ставим это за скобки. Но, естественно, значит, это ключевая задача, если у нас будет еще 3 полигона, мы планируем ввести, и там есть еще одни меры, которые мы на федеральном уровне обсуждаем, конечно, двигаться по пути снижения. Получится или нет, но первые 3 месяца у нас, я думаю, покажут. Насыч, спасибо, присаживайтесь. Коллеги, в заключение, возвращаясь к встрече с президентом, то, с чего начал, помимо, конечно же, нацпроектов, мы говорили о немерено важном вопросе. Это, напомню, 2019 год столетие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Это очень важная дата для нашей республики. Я хочу всех поблагодарить, кто в формате оргкомитета работал, все мероприятия собственно, представлены, и начинаем реализацию уже с января, с февраля месяца. Ключевые события, конечно, будут происходить осенью. Это и дни Михаила Тимофеевича в федеральном, Совете Федерации Федеральной, собрание Российской Федерации в Госдуме, это форум оружейников, это открытие технопарка вместе с концерном Калашниковым. Я пригласил Владимира Ильича на, соответственно, празднование. Будем надеяться, что он найдет время в своем плотном графике. Дальше мы обсуждали госдолг. Когда мы обсуждали в Госсовете, утверждали бюджет, за что отдельно благодарность депутатам, что вы выступили как бы одной командой. Правда, и бюджет стал чуть-чуть поинтереснее, да? Но я запомнил одно интересное выступление. Значит, что у нас на погашение госдолга денег пошло больше, чем на все сельское хозяйство. Это потрясающе просто. Вот даже слов нет. Ну, то есть боксом с госдолга, а что ж тогда брали? Зачем брали-то, если... Да нет, это не с вашей кафедры, не переживайте, с других. Его надо отдавать. И это не только государственный долг. Это и задолженность перед предпринимателями. Мы с Артемием Юрьевичем ведем эту работу, график согласовали. Неукоснительно надо выполнять график. Нужно привить культуру выполнения своих обязательств. Нет денег,
нет возможности, нечего, значит, тогда входить в проект и брать деньги. Либо на авось привыкли рассчитывать, либо там кто-то где-то поможет. Удмуртия самодостаточная республика с очень сильной базой в виде экономики. Надо нарастить ресурсы малым бизнесом, средним бизнесом и связанным. Мы свои обязательства выполнили полностью. Выполнили полностью. И как результат по многим направлениям больше финансировано. И в дотациях на 10%, обратите внимание, это 400 миллионов. И по проекту «Комфортная городская среда» 180 миллионов. 130 миллионов. И по дорогам цена 280 миллионов. Это цена дисциплины и выполнения обязательств. Поэтому давайте больше к этому вопросу не возвращаться. У нас тяжелая ситуация, объем все равно большой, объем коммерческих кредитов, денег, но у нас другого пути нет. Я ставлю задачу правительству почти на миллиард в этом году еще снизить государственный долг. Отдельно был вопрос обсужден по году здоровья. Значит, многие вопросы мы проговорили. В том числе, на мой взгляд, важнейшее направление, важнейший проект – это мобильные медицинские диагностические комплексы. Сейчас их 8, в том числе передвижной у нас маммограф есть. Они показывают очень впечатляющие результаты. Мы в этом году купим еще 4 мобильных медицинских диагностических комплексов. Это о чем? Это про диспансеризацию, про раннее выявление различных заболеваний у населения, проживающих в отдаленных территориях и в малых территориях, где 350-400 человек и меньше. Крайне важный проект. Я рассказал об этом президенту. На следующий, через 2 дня мы встречались с Игнатией Голиковой, встречался со Скворцовой Вероникой Игоревной. Наш опыт, помните, мы фактически стали инициаторами этого проекта в сентябре 2017 года, когда у нас был министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Дальше двигаемся в этом направлении. Вообще, хозяйство, можно так сказать, значит, по здравоохранению, я имею в виду больницы, поликлиники, амбулатории, ФАПы, наверное, претерпели самые большие изменения в 2019 году по объему ремонта, реконструкции, по строительству и так далее. Обсудили работу регионов в направлении исполнения указа президента постановления правительства по МУПам и ГУПам. Разобрали очень детально, значит, получил положительную оценку как от президента, так и от Игоря Юрьевича Артемьева. Что говорить, у нас аптеки в Удмуртии с опережением 2018 год закончили, выше где-то плюс 8 миллионов рублей ранее заявленной прибыли. Я помню попытки что-то там покачать, придумать что-то, да не надо что-то придумать, все абсолютно открыто и прозрачно. И теперь, благодаря организации ГУПу, мы организовываем медклассы, то есть сюда рекомендую. Значит, сколько у нас сейчас медклассов по республике? 11 медклассов. Значит, и я поставил задачу, сегодня мы будем это обсуждать, сделать наконец-то биохаб с современным оборудованием. Вот. И настало время мне прокомментировать наконец-то самый такой резонансный проект в республике, это Ижевские электрические сети. Я подробно доложил президенту, значит, об этом проекте. Как водится, очень много спекуляций было и недопонимания, хотя мы открыто и публично, что впервые в Удмуртии, когда речь идет о приватизации, я сейчас не буду называть фамилии, суммы, значит, сделок, действительно копеечные, а тем более не буду задавать вопрос, куда деньги уходили. Это все прошлое. Так вот, буквально последний рабочий день 2018 года, первый шаг достаточно большой сделки у нас закрыт. МРСК выкупила имущество, 80% имущества, да, Ижевских электрических сетей за сумму, чистыми деньгами получается 2 миллиарда 200 миллионов, 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Значит, отвечаю сразу, особенно внимание журналистам, отвечаю сразу на вопрос, как же так, оценка была в 5 миллиардов. Наверняка депутаты городской думы, точно горсовета знают, какую прибыль давала Ижевская электрическая сеть.
Знаем? Напомню, 5 миллионов рублей в год. Так если у вас актив 5 миллиардов под ногами, что же не продавал? Госкомпания. Не частник, а госкомпания. Долг города 4 миллиарда 700 там, с лишним миллионов. Тишина была. 5 миллионов налог на прибыль, и все комфортно. Все деньги, вырученные вот этой сделки от будущих сделок, пойдут на ремонт и реконструкцию социальной инфраструктуры республики. В этом случае преимущественно города Ижевска. Все деньги до копейки. Несмотря на то, что мы в год входим с дефицитом, больницы, которые в городе Ижевске находятся, детские сады, школы. Сейчас реестр уже больше почти 600 объектов и больше 3 миллиардов уже необходимо денег на это. Еще раз повторяюсь, все деньги мы обсуждаем это с депутатами, городской думы, госсовета. Все максимально прозрачно. И хватит искать там чего-то где-то, так будет всегда. Придумывать, дорисовывать нас там. Псевдопатриоты сидели у меня в кабинете. Да мы, да это, да не допустим. Есть покупатель на 5 миллионов? Нет. Так а что ж тогда? Я уже не говорю о том, что по отношению к оценочной компании, которая такую слепила оценку, идут расследования. Поэтому, коллеги, такого не было. И по открытости, и по сумме сделки, по прозрачности сделки. Поэтому давайте поставим точку. Деньги пойдут, еще раз говорю, для людей. Вот это огромное количество у нас, значит, сообщений, да, о том, что протекает крыша, значит, в палец толщиной щели в окнах. Вот эту проблему мы должны с вами закрыть. Средства найдены. Если есть вопросы, конечно, можете еще задавать, но мне кажется, здесь все понятно, предельно понятно и открыто. Все делается абсолютно прозрачно. Вот темы, которые хотел с вами обсудить в начале года. Еще раз хочу обратить внимание. Мы на пороге глобальных изменений в республике, поэтому год будет очень напряженный, но если это сделать, то действительно изменим качество жизни людей, чего они, собственно, я уверен, вы понимаете, это достойно. У нас ближайшее мероприятие, вот, аппаратное совещание предварительно 18 февраля, сразу хочу с коррекцией внести. У меня очень много запланировано различных поездок и встреч, потому что вот у нас прошлой неделе мы совершали так график, что, естественно, помимо президента, с главой администрации президента, председателя Государственного Дума, 8 министров, вице-премьер Татьяна Александровна Голикова, помощник президента Андрей Иванович Белоусов. Ну, вопрос почему? Потому что подтверждаем и защищаем наши проекты. Мы сейчас, не будем скрывать, подали деньги на некоторые регионы, не освоили деньги в части по ислям. Кстати, Удмуртия выполнила обязательства. Правда, у нас тут снова начались расследования, но это ладно, чем мы не держимся, лишь бы, так сказать. И были возвраты федеральных средств по школам. Мы рассчитываем на то, что нам дополнительно выделят средства на школы, пока не буду сейчас озвучивать все, но у нас потребность большая. Мало того, мы начали строительство некоторых объектов, значит, вне подтвержденных заявок. И сделали это для того, чтобы в случае, если будут возвраты, то есть будут освобождаться дополнительные средства, чтобы мы, соответственно, были первые в этой очереди. Хочу поблагодарить Ольгу Абрамову. Мы были большая встреча и такая тщательная, долгая была в Министерстве сельского хозяйства. Мы оставили заявку на доп. Средства по программе устойчивого развития сельских территорий. Отработано на очень высоком уровне. Мы уже после этого с министром созвонились. Как только будет опять возврат неосвоенных средств, мы там практически, в общем, одни из первых в этой очереди. Сумма очень большая. Те проекты, которые министр представила, значит, Патрушева, они
собственно, были одобрены положительно. Я думаю, в дальнейшем мы по каждой встрече с министром все подробно расскажем. Вот, коллеги, ну и хочу, собственно, закончить поздравлением нашего мероприятия. У нас очень много людей, каких называют люди дела, но есть прям вот особенные, которые и жизнь посвятили своему делу, своему родному предприятию и вне зависимости от времени, оно бывает у нас периодически очень сложное, выдерживают удар, двигаются дальше, конкурируют и развиваются. Это в полной мере можно сказать о Зое Ивановне Степновой. У нее сегодня день рождения. Как я в открытке прочитал приглашение, приглашаю на празднование своего совершеннолетия. Поддерживаю. Вы видите потрясающее, а главное, нас держите в тонусе. Давайте еще. Мне сегодня повезло родиться в то время, в тот час, чтобы вот с таким большим участием руководителей всех уровней власти иметь возможность получить поздравления со своим юбилейным днем рождения. В этом году уже будет 48 лет моему трудовому стажу. Я родом из Беларуси, по распределению приехала сюда. Удмуртия — это мой второй родной дом. И никогда не жалела о том, что вот выбрала легкую промышленность. И я рада, что пригодилась на земле Удмуртской. 28 лет я стала самым молодым главным инженером в Росвикодашпроме, а в 39 коллектив меня избрал своим руководителем. Мы прожили очень трудные времена, сегодня работать нелегко, но мы думаем о перспективе, о модернизации производства для того, чтобы продолжать свой скромный вклад вносить в общие дела нашей республики. Спасибо и благополучия нашей республики. Вы не называйте таких цифрами, когда справку я 2 раза перепроверял. Поэтому еще раз с днем рождения. Прекрасно еще раз выглядите, просто потрясающе. Он очень позитивный человек. Действительно, в легкой промышленности у нас легче сдаться и сказать, что там Китай победил и все очень сложно. Но вы вот нам показываете, как нужно еще раз держать удар и идти до конца. Коллеги, спасибо, работаем.